Яха милат библиотека, че им я пъсват ахтъс ду кършукса за тази аразиги яде зхала за библиотека ус яробъс за тазара аде зхала за хадо аханас ги хадания за библиотека дуд яха ахинткар разлачхо а фонда хетвахо ехишто с джебаадо зоя меджите пхакуцния. Данай зачна библиотека усвора. Обыс училам псах заква. Обыс даже конституцию хозар один в один я ходил с хатука. Взех сердцехопа губзера картелана. Ашукс ус ярай марьяни цадзом. А усурачки улагало аюнрачки утасрачиво уцу такцрчиво интеллигенция уздырва закирчиво апартко закилхакан яха жажа забаста хава дулу яха хахей зылгаз ларей лахава лейлзахту айжако закиларей лахава убрия гвахара дуутса снату цара зоем джетена шгудса хало абас Ус канилыманлара арава сураддала зыргазило птасваз ухарават или даазгаз аусурта абававаз апсва зоаникын уэтагыла заажаха данайди арада усура даналда ире час ехентаз алаш цара чуднагана дърбет да пштазал мен юбка лъпсана данай анахчах надръманакатка. Социальное положение хочу анапха зоя меджитин лача ла профессия наало царалому а гидзик хмачу кусьемо. Ус и дорогиматица его Виолетта Ивановна вчера район библиотека Хатай, Ленора Викторовна Лиана Смыр. И мальчик на библиотека усят халата размова. Зоя Меджитовна. Хазоя Меджитовна нас дангварта диргода шахем. Вагу вчера вословадала. Напия нырцот отдел сельскохозяйственной литературы убрел. Ша заведующий Ткршупсовосова. Ленора Викторовна Данайна хас винежешукса рабка. 40 лет тому назад Зоя Меджитовна стала заместителем директора по науке тогда республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Георгиевича Попаскина. Вот представьте себе 40 лет на руководящей должности. 40 лет библиотечную науку возглавляет. И она начала создавать первые инструкции должностные. Ей это удалось. В ее бытность первый библиографический указатель в стенах республиканской тогда универсальной библиотеки на Дмитрия Иосифовича Гуля к 100-летию было сделано коллективом. Дали к 70-летию Баграта Васильевича Шалюкова тоже библиографический указатель они выпустили. И еще очень много, когда был Советский могучий союз, и когда всем библиотечным делом руководила централизованно главная библиотека России, библиотека имени Ленина, где разрабатывались методические рекомендации, где внедрялись новые ББК, УДК, апробацию, давайте будем говорить, Грузинская ССР, да, апробация, мы же входили как автономия, но Москва не шла в Тбилиси, Москва приезжала именно в город Сухум. И любые рекомендации, любые нормативы внедрялись, и как показатель была наша библиотека, где работала Зоя Меджитовна. Зоя Меджитовна является еще свидетелем того, что когда присвоили
имя Ивана Георгиевича Попаскира указан Верховного Совета Абхазской ССР, она свидетель этого. Она свидетель, когда Республиканская библиотека сменила в 1997 году свой статус, национальная библиотека получила. И в 2008 году мы впервые стали выполнять функции национальной библиотеки, соблюдая для издательства республики, создавая некий, соблюдая, вернее, некий издательский стандарт и оформление титульного листа любых книг с библиографическим описанием, которое напрямую уходит в АСБН-центр, библиографический центр мира, в общем, в Европу, и сразу наше издание попадает в перечень изданных. Оставался неизменно на высоте. Это все была Зоя Мечитовна. Человек большой души. Вот. Представьте себе, в общей сложности в этой данной библиотеке Зоя Мечитовна отработала 60 лет и плюс 4 месяца. Уже это целая жизнь. Люди в 60 лет уже на пенсию уходят, да? А она-то еще 20, которых туда прибавим. Вот посмотрите, какая удивительная судьба. При этом оставаться неизменно в своей профессии библиотекаря. Хотя вот в 2021 году нам будет 100 лет. Из них, из 100 лет, 60 лет Зоя Мечитовна собирала тот уникальный фонд, который у нас есть. Вот представьте себе, человек, который сделал все это вместе с нами. Я не могу не назвать тех людей, которые рядом с Зоей Мечитовной были в элите, были, знаете, в своей профессии профессионалами. Ныне здравствующая Элеонора Викторовна Бжань, покойная Ольга Ильинична Гуськова, Ирина Алмахситовна Ося. Но еще ныне действую. Здесь у меня работает Русико Квициня, Люся Черевко, Ламара Цвиджба. Мне хочется пожелать Зое Мадитовне, конечно, здоровья. Конечно, чтобы вы были всегда такая красивая, как вы сегодня. Мы вот сейчас сидели, когда я сюда зашла, и я вспомнила те времена, когда мы все здесь работали. Раньше меня вот девочки такие красивые сидят, которые здесь были с начала основания этой библиотеки, пришли все молодыми, и мы. Но я пришла в самое теплое, доброе, светлое время. Благодаря, вот я хочу молодым пожелать, чтобы у них были вот такие до конца, вот такие руководители, как Зоя Мадитовна. Потому что столько тепла, столько добра, столько внимания, которое было здесь, в этой библиотеке, мне кажется, мало можно назвать сегодня людей и мало можно назвать сегодня организаций, которые вот так же тепло, искренно принимают молодых. Поэтому мне, Зоя Мадитовна, хочется что вам пожелать, чтобы вы жили долго и счастливо. В последнее время это самое лучшее, что можно пожелать человеку, чтобы вы были в окружении любви, добра, искренности. И, конечно, 60 лет – это совсем не дата. 80 лет – это вообще ничего. При том потенциале, который у Зои Мадитовны, при той внешнем, и внутреннем, вы будете до 100 лет жить. Зоя Мечитовна тшухучыз аква даргит ацара олдырцет. Иларион какали Зинаидам квабхай пхаклипш траадзет ацара олдырцет адыра лыртет. Ларги абри сигре хапатуз кусцо аую дзустазалагги занат бзизбо бзибаны
аус зуа ауаҩы иаскьынагь пату иқәуп жәлар рыԥсҭазаараҿы. Сара бзиа дзызбо, пату злықәысҵо, ибзиаӡаны илдыруеит лзаанаҭ. Зоя Мџьыҭовна абри аинститут даналга, аԥсуаа институт культура ҳәа изышьҭаз усҟан Ленинград иалгаз ауаа маҷын. Лара аӡәы ҩыџьа ракәын убысҟан иалгахьаз, ларгьы даналга абри аинститут. Сара схәыҷын исгәалашәоит, лара ус анылуаз абиблиотекаҿы, абри абиблиографически отдел аҿы зҵаарак соур ескьынагь лҿы снеиуан, иаразнак аҭак ҟалҵон, иаразнак ашәҟәы дашьҭалан илԥшаауан, бзиа ибаны иҟалҵон убри аус. Убри азыҳәан сара сгәанала ауаҩы пату иқәҵатәуп заанаҭ бзиа избо. Лара дыруаӡәкуп абиблиотекаҿы заанаҭ бзиа ибаны аус зуа. Иахьа лымшныҳәа азгәаҳҭоит, иубилеи азгәаҳҭоит, исҭахуп зегьы раԥхьаӡа инаргыланы агәабзиара лымазарц, абас иахьа лгәаҳәан аус луеит. Акыр шықәса аус жәлартә алшара шәымазарц ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиарақәа, ишәзеиӷьасшьоит аманшәалара. Я, честно говоря, хотела найти букет, чтобы был с ее ростом, но не получилось. Я пришла не то в 79-м, не то в 80-м, сейчас не помню, в республиканскую библиотеку. И сейчас вот пока сидела, слушала всех, значит, смотрела, как библиотека росла. То есть практически Зоя свидетель того, как библиотека укрупнялась. Когда я пришла, представьте себе, вся эта огромная библиотека была в двухэтажном здании на берегу, да. Причем обни было на одном этаже, на другом были мы, и все там умещались в этом здании, которое потом грузины сожгли в начале войны. Потом, значит, построили это здание, ну, более такое, не такое шикарное, как сейчас. И, Боречка, там было 400 тысяч книг. Мы их сложили, завязали, потом перекидали в грузовики, потом привезли сюда, потом 400 тысяч книг, представьте себе. Причем они не все были чистые, потому что они лежали. В 1970 году сюда переходили. Да. Потом мы опять их кидали уже сюда, это была тяжелая работа. Я бы сказала, что чисто физически это была самая тяжелая работа в моей жизни, потому что нам никто не помогал, это был чисто женский коллектив, и мы, значит, сначала сюда кидали, потом туда кидали, и вот эти все 400 тысяч книг прошли через наши руки, в том числе Зоя в стороне не стояла. Все мы в черных халатах вот эту грязную, тяжелую работу проделали. Вот. Потом мы, уже попав в такое, значит, в такие более-менее приличные условия, начали жить, по-моему, очень хорошо. Я даже помню, как я в обед вела занятия по йоге, мы все вот так сидели на полу и так далее. Мы устраивали новогодние праздники на 100 человек. Мы все одевались в костюмы, такие маскарадные и так далее. Так что нам есть что вспомнить. Наша молодость прошла достаточно весело. И вот сейчас, когда я иногда прихожу сюда, вот, я вспоминаю свою молодость и вижу, что библиотека растет, она укрупняется, она становится более взрослой, более научной, более универсальной. И вот делю между ними ответственность за это. И Зоя, которая тут 60 лет. Зоя является собой пример такого классического абхазского долгожительства. Вы меня извините, 80 лет работать, это вообще бывает не так часто. Кстати, вот уже, значит, на Западе таких, как мы, называют винтажные эксперты. Такое красивое название придумали. То есть это те, кто не ушли на пенсию, те, кто свой опыт, свое умение продолжают вкладывать в повседневную жизнь и в работу. Так что, Зоечка, я очень рада, что ты находишься на ногах, что ты не сдаешься жизни, потому что у тебя
много всего тяжелого было. Вообще вот приятно, да, посмотреть на людей, это мы все, которые пережили развал СССР, Грузино-Абхазскую войну, значит, все наши тяжелые, и выглядим, мне кажется, в общем, достаточно ничего. Вот за нашу общую человеческую выносливость я радуюсь всем существам. Спасибо, Надя. Виолетта Лизбановна, я хочу предоставить вам слово. Вы много лет вместе. Она в республике, вы в районе. Я хочу сказать, что когда человек молодой и выбирает одну дорогу и идет по ней долгие годы жизни, это значит профессионализм. Вот такой профессионал, сегодня чествуем мы ее, Зою Меджидовну Квитиня, которая выбрала из культуры библиотечную дорогу и прошла по ней 60 лет. Это уже нет слов таких, чтобы не оценить ее трудовую деятельность. Зоя Меджидовна, мы с тобой познакомились, мы почти, плюс-минус ровесники. Что я хочу сказать? Ты чуть позже пришла на работу, я после школы сразу вышла. Меня пригласили на библиотечную работу, я согласилась. Оба мы учились, оба мы закончили, и оба мы не изменили своей библиотеки. Зоя Меджидовна, вы пришли, вы всю свою жизнь отдали пропаганде книги. Через ваши руки, ваше учение прошли молодые кадры ваши. Вы делали все, чтобы библиотека процветала. Вы не оставили ни одну библиотеку в Абхазии, не побывав в ней. И в одной библиотеке вы за свою жизнь побывали не один раз, а много раз с практической и методической целью. Вы помогали всем библиотекам. Вы прошли централизацию в Абхазии, когда в 1976 году ввели в Абхазию централизацию библиотек. Вы, Надежда Венедиктова, вы, Ира Осия, Гуськова, были инициаторами этого дела, приезжали в каждую библиотеку, учили нас, как переходить на эту централизацию. Спасибо вам за это. Зоечка, вы воспитали, у вас в основном сегодня, я знаю, работает молодежь. И они все учатся у вас. Потому что вы действительно профессионал своего дела. И очень это приятно. Что еще сказать, дорогая Зоя? Я люблю тебя. Желаю тебе крепкого здоровья. Мы всегда, очимчирские библиотекари, восхищались, когда приезжали на конференцию, на семинар, на собрание. Какая легкая Зоя Меджидовна, как птичка летает. Дай Бог, что ты летала еще долгие годы. Когда приходится говорить о человеке, которого знаешь очень хорошо и с которым волей-неволей проводишь довольно существенную часть своей жизни, мы всегда стараемся избегать высоких слов, пафосных слов, видимо, щадя их скромность. Но сегодня в отношении Зои Меджидовны мне хочется это слово применить. Это слово «подвиг». Обычно под этим словом подразумевается какой-то сиюминутный героический поступок, связанный с риском для жизни, но существует еще подвиг повседневности. И вот это понятие к Зое Меджидовне относится в полной мере. 60 лет посвятить себя делу, и все эти 60 лет постоянно хранить этому делу верность, причем делу, не сулящему каких-то материальных благ. Профессия одной из самых низкооплачиваемых, да и, что называется, на моральные поощрения профессии скупой, это подвиг. И Зоя Меджидовна его совершает ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Зоя Меджидовна
человек очень доброжелательный. И еще, извиняюсь за такое неуклюжее слово, доброделательный. Зоя Меджитовна сделала в этой жизни очень много добра. И хочется, чтобы добро, сделанное ею, вернулось старицей по отношению к ней. Много добра вам, Зоя Меджитовна, здоровья и всего того, что вы сами бы себе пожелали в этот день. Абас имя пусоза усача, а на пахгаразылон Зоя Меджитипха, наукома. Ярус псабара лапсуацас зигрила, абас дазнейт абри. Яха южбот абаскак лапстазара зигин парагахтанцана, яхагит добра дахала глуб, илзега счет коршук сагу бзера бумана Зоя Меджитипха. أري يحبط لي بشلاق زمز حويز يحب حويز بزيا حباب أباس برجي وبستحال زغو. Я от имени своего коллектива Республиканской библиотеки для молодежи и от себя лично поздравляю вас с днем рождения, пожелаю вам дальнейшего здоровья, чтобы вас впереди ждали еще долгие дни рождения, которые вас будут радовать, чтобы у вас все складывалось хорошо, чтобы ваша девочка вас радовала. Дай Бог вам здоровья, удачи и еще, чтобы мы с вами тут сотрудничали. Дай Бог всего самого хорошего. Давайте. Зоя Меджитовна оказалась тем самым помощником капитана, который правильно и верно поддержит, поможет каждого сотрудника, если необходимо, поведет сквозь шторм и грозы нашего глобального мира. Значительный ее личный вклад в укрепление и приумножение библиотечного дела в Абхазии в советское время. Несмотря на трудное и опасное военное время, она сумела сохранить Абхазский фонд и послевоенное время сумела наладить работу Национальной библиотеки. Коллектив Национальной библиотеки, и я в частности, знаем и ценим вас как искреннего убежденного сторонника укрепления рабочего, товарищеского отношения в коллективе. Мы постоянно чувствуем вашу заботу, внимание, помощь и поддержку. Уверен, что и дальше вы гармонично, сочетая развитую интуицию с удивительной человечностью, общую эрудицию с высокой речевой этической культурой, шагая в ногу со временем, и в дальнейшем сумеете внести достойный вклад в существование и развитие библиотечного дела. Поздравляю вас с юбилеем. Примите от нас слова сердечной благодарности за ваш подвижнический труд, патриотизм, преданность, культуры, книги, читателю, а также искренне пожелать счастья, любви и добра, больших творческих замыслов и свершения в вашем служении во благо и процветания нашей общей Родины Абсна. Послевоенный период, когда мы уже библиотеку возродили заново из пепелища, она была представлена государственной наградой уже нашей, награждена орденом Ахцапша третьей степени. Вот ее заслуги государством отмечены. Абзера шумаз, ари арыцхуз чалазырхуз зеге. Хатырзку Зоя Меджитипха. Хара акалак яцанако центр библиотека усуича. Ламкала и шудахна велой. Ари арыцх шумшира. Иш зегахшой. Агубзира, агуамч, аманшалара. Шнепозак злаку, акучара бзеку шуманышкаларц. Шарашубстазара зеге. Ари библиотека аус язышки. Шхышам лекции. Шджаба дари расшок.
Ԥышәа ду ишәымоу зегьы аҿарацәа ирылашәааӡеит. Егьаашәыҵагылеит аҿарацәа рацәаҩны. Иахьагьы раԥхьа шәгылоуп. Дара аҿарацәагьы шәааԥсараԥхьаҟа қәҿиарала иацырҵоит. Ари иреиӷьу насыԥуп ауаажәлар зегьы рзы, хаҭалагьы шәара шәзы. Аԥсуаа ирҳәоит, аиҳабы дызлам дыԥшӡам ҳәа. Шәрыгымзааит ласамҭа, ишәыгымзааит даргьы. Шәыԥсҭазаара шәгәы ишаҭаху еиԥш ишьақәгылааит. Гәыбзиарала анҵыра рацәа шәаҭәашьазааит, шәҳагымзааит. Абзиара шәымаз иахьатәи ҳгәырӷьаратә хәылԥазах имҩахыҵыз зегьы. Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа амилаҭ библиотекаҿы аус луеит зқьыжәжәи хынҩажәи акшықәса инаркны. Еиуеиԥшым аҟәшақәа рҿы сара ибзиаӡаны дысгәалашәоит зқьыжәжәи ԥшьынҩажәи ашықәсқәа рзы Аҟәа раион абиблиотекақәа реидҵахадаҿы библиографс нас аметодист ҳәа ус анызуаз. Зқьыжәжәи хынҩажәи зеиԥшықәса Аԥсны араионқәа ақалақьқәа рҿы абиблиотекақәа реидҵахадақәа неиҿыркаа, урҭ зегьы рзы ихәышҭаарахеит амилаҭ библиотека. Абарҭ ашықәсқәа раан лассы-лассы аԥхьара ҳарҭон, ҳԥышәа иаздырҳауан. Иара убас мызкахь ҩымш ҳбиблиотека ахадаҿы имҩаԥаҳгоз асеминар ҩажәи зеиужә библиотека алархәны азҿлымҳара алҭон, даҭаауан, иаҳзеилымкаауаз ҳаҵамҳәон, ҳԥышәа ахьынӡаҵаулаз гәалҭон. Ҳхақәиҭратә еибашьра ашьҭахь Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа лусура аҽарҿыцт. Дыӷәӷәаӡа дивагылт амилаҭ библиотека анапхгаҩы Борис Шьаликәа-иԥа. Урҭ ашәҟәқәа цыра-цырала изго иҿыԥшаауаз абиблиотека хәышҭаарамца еиқәырҵеит. Иахьа амилаҭ библиотека аусура ԥхьаҟа ицозар, Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа Кәыҵниа илыбзоуроу рацәаӡоуп. Иахьа уажәраанӡагьы Аԥсны библиотекақәа рҿы аус зуа еиуеиԥшым аб иԥарақәа лнапы иҵылгаз ҳауп. Уи лԥышәа лдырра ҳамалдон, ллагалақәа рдырра ҳәа ак амаӡам. Аԥсны хадара ахә ҳаракӡаны иршьахьеит Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа лааԥсара. Иагьлыхҵоуп Аԥсынтәы шаԥсазтәыз абиблиотека аусзуҩ ҳәа ахьӡ. Иара убас иланашьоуп ахьӡ аԥшахԥатәи аҩаӡара. Аха зегьы рыцку, дызлагылоу коллектив зегь бзиа дахьеицаабоуп. Хынҩажәи ашықәса инарзынагӡо, зхы изыԥси ззаанаҵ зусура иазызкыз лџьабаа бзабаан илԥылеит. Избанзар иахьа ԥеиԥш лашамоуп амилаҭ библиотека. Зоиа Мџьыҭ-иԥҳа Кәыҵниа иахьа ԥшьынҩажәи ашықәса лхыҵра, иара убас хынҩажәи ашықәса лусуратә рҿиара илыдныҳәало, исҳәарц сылшоит, ари ашықәс лхы-лҿы шанумбаало, ҳаԥхьа дгылоуп дԥырԥыруа ҩынҩажәи ашықәса раԥхьа избаз аԥҳәызба лаша. Иахьа ԥшьынҩажәи ашықәса шәыдныҳәало, сиҳәоит шәлахьынҵа зшаз, шәышықәса нышәхыҵуа, ишәҳәарц сажәымҭа лашоуп. Такие, как Зоя Меджитовна, это, как говорится, хранители очага нашей культуры. Я Зою Меджитовну буквально с детства знаю. Еще когда она работала совсем еще молодой девушкой, если не ошибаюсь, библиотека в здании АБНИ была. Вот я к матери, она, которая там работала в АБНИ, приходил, и вот уже с тех пор вот я помню Меджитовну. Кроме того, я знаю, что вот с близким родственником, двоюродным братом Александром Какалием мы учились вместе. Вот это ее один из самых близких. Там я еще больше узнал Зою Меджитовну, так как вхож был в эту семью. Семья была очень достойное уважение. Многие, может быть, молодежь забыла, но люди старшего поколения помнят Иллариона Кадыровича Какалия, его достойнейшую супругу Зинаиду Борисовну Анкваб-Миквабия. Вот. Это вот люди, которые действительно стояли, как говорится, у основ, как говорится, формирования нашего, так сказать, народа и вот современного понимания этого. И вот все время, всю эту жизнь Зоя Меджитовна была достойнейшим примером вот, служения народу, обществу.
Вот. Зоя Меджидовна, от всей души я поздравляю еще раз. Здоровья тебе и счастья. Уважаемые друзья, коллектив мой, все друзья, которые пришли, поздравить. Большое вам спасибо. Я столько не сделала, сколько вы сказали. Еще раз хочу вам поблагодарить. Коллективы, которые пришли, большое вам спасибо.